А диктатура-то в Таджикистане набирает обороты? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как многие люди пострадали просто за то, что имели собственное мнение. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Власти передали список с именами 66 жителей Хорога и Рошткалинского района Горно-Бадахшанской автономной области ГБАО на пограничные пункты пропуска, установив им запрет на выезд из страны. Власти не комментируют данный список, но активисты гражданского общества в ГБАО говорят, что большинство из тех, кто фигурирует в списке, принимали участие в протестах с 25 по 28 ноября. Список содержит персональные данные тех лиц, которым ограничен выезд за рубеж, имена и фамилии, дата и место рождения, а также место проживания и прописка. 25 ноября после смерти в результате проведенной силовиками операциями жителя села Тавдем Рошткалинского района Гулбидина Зиёбекова сотни людей собрались в знак протеста у здания областной администрации ГБАО. На четвертый день протеста митингующие разошлись, только после того, как власти пообещали провести объективное расследование по факту смерти жителя Рошткалы, не преследовать протестующих и снять ограничения на доступ к интернету в этом регионе. Как мы видим, просто навешали лапши людям на уши. Месяц, как на нашей малой родине, отсутствует интернет, что представляет собой множество неудобств как для жителей региона, так и для других помирцев, которые живут за рубежом. Дети не могут связаться со своими родителями на Памире, с чужбиной, так как все мессенджеры, через которые мы имели связь с родными, все WhatsApp, Viber, Imo, за отсутствие интернета не работают. Сейчас активисты гражданского общества говорят, что власти не сдержали своих обещаний. Интернет доступен в ограниченном режиме, смерть Гулбидина не расследуется должным образом и что власти, вероятно, будут преследовать протестующих, составляя такие списки. Как вы относитесь к такой новости? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Даруджо больница аста, даруджо университет аста, даруджо хама чизы хасреби стоякай, даруджо хама бе интернете чинамешавад. И кор хатои дар ягон қонунам навештаги нестай. Бадахшон ходаш половина территории Таджикистана як моҳай дар уҷо не интернета. Один из представителей гражданского общества Бадахшана на условиях анонимности сказал, что органы внутренних дел ГБАО составили список лиц и предупредили пограничников, что этим лицам запрещено покидать пределы страны. В список вошли жители Хорога и Рошскалы, которые принесли гробы с телами Гулбидина и еще двоих погибших на площадь. Они потребовали наказания виновных в убийстве, рассказал он. Представители следственной группы Генпрокуратуры, находящиеся сейчас в ГБАО, на звонки не отвечают. Худжамри Пирназаров, представитель гражданского общества, сказал, что сейчас в Хороге находится группа следователей из Генеральной прокуратуры, которая проводит расследование по акциям протеста, избиениям и нападениям на сотрудников прокуратуры и милиции. Прокуратура расследует как убийство Гулбидина, так и нападения на прокурорских работников и сотрудников милиции. Но при этом в своем расследовании они сосредоточились больше на 4-дневной акции протеста, говорит Пирназаров, хотя в действительности именно смерть Гулбидина вызвала такой общественный резонанс. Ранее власти заявляли, что протестующие, напав на сотрудников милиции, отобрали у них оружие и пытались использовать это оружие для нападения на других должностных лиц в регионе. Именно поэтому, по версии властей, в отношении нападавших было применено оружие. Первоначально активисты гражданского общества в Горно-Бадахшанской автономной области жаловались на одностороннее расследование инцидента. Вечером 20 декабря они отправили видеообращение Рустаму Эмомали, спикеру Верхней палаты парламента Таджикистана, с просьбой рассмотреть последние события в регионе на заседании Маджлиси Милли. По их словам, в ходе недавних акций протеста в Хороге 17 человек были ранены и 2 убиты. Однако власти расследуют только факты нападения на сотрудников правоохранительных органов. Была создана специальная комиссия, в которой со стороны протестующих вошли 44 человека, представляющих гражданское общество, для расследования инцидента в Хороге и Рошткале. Однако сейчас сотрудничество между активистами гражданского общества в Бадахшане и властями в настоящее время кажется очень проблемным. Как вы относитесь к тому, что таджиков, которые выступили против власти, можно сказать, страдают от этого, и что их пытаются наказать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!